якія б назвы не прыдумывалі для турмаў, турмы застаюцца турмамі і тады, калі называюцца інтэрнатамі часовага затрымання, там ці неяк яшчэ. І сёння тысячы беларусаў прайшлі праз турмы. І муры гэтых турмаў все яшчэ пакуль не разбураныя. Мой сённяшні госць таксама зусім недавно выйшаў з турмы, прайшоўшы 2 месца на Акрэсціна і ў Жодзіна. Сергей Сасункевич, студэнт, які атрымаў 15 сутак за студэнцкую дэманстрацыю 1 верасня. Прывітанне, Сергей. Здравствуйте. Калі размаўляеш з людзьмі, якія праз гэта прайшлі, зараз чамусьці хутчэй кажуць пра пратэст, пра там нейкі ўздым там і так далей, і мала распавядаюць пра тое, што адбываецца там за кратамі. Я ўсё ж такі хацеў бы пачаць менавіта з вашых адчуванняў таго, што там было. Вось вы прайшлі 2 месца затрымання. Дзе умовы горшыя? На Акрэсціна, безусловно. А абыходжанне, як ставяцца да вас тыя, хто там працуе? На Акрэсціна сейчас относятся более нейтрально к задержанным, но условия сами, физические условия, они хуже. В Жодино ситуация обратная. То есть относятся к нам хуже, как правило, а условия физически лучше, бытовые. Ці сутыкаліся вы вось з тымі фактамі катаванняў і здзекаў? Надо мной конкретно и над людьми, которые со мной сидели, не издевались физически люди. То есть милиция не издевалась. Но отношение конкретно такое вот было пренебрежительное, если не сказать, что с ненавистью люди относились, в Жодино как минимум. А неяк вось сакамернікі з тых, хто з вами там быў, гэта што за народ? Гэта ўсе такія ж, як вы былі? Да, это политические, как их называли там, что вот эти политические, да, это люди, задержанные в основном с участием в акциях каких-то, либо просто когда-то участвовавшие в акциях и задержанные сейчас. То есть это были... Я сидел конкретно с людьми по политическим мотивам. Все. Ни одного не было человека, который бы сидел по другой причине. І як там настроі? Палітычныя ці нейкія грамадскія? Там атмосфера очень хорошая в этом отношении. То есть все люди солидарны, все люди укрепчают. То есть там их не ломают. Там их невозможно сломать. Просто когда сидит в камере 10 человек, которые постоянно общаются, они друг друга поддерживают, они друг друга питают энергетически. Там сидится вот эмоционально там хорошо, когда ты находишься в камере. Забывается все, что снаружи. То бок вы выйшлі з пачуццём готовности далей працягваць. Да, безусловно, я познакомился с людьми, которые тоже решительно были настроены дальше продолжать. А успаміны про тых, хто там сидзеў раней, ўсё ж таки пасля 9 жніўня былі зусім іншыя умовы і зусім іншае абыходжанне. Нейкая памяць засталася ад гэтага? Со мной сидел, когда я только перевезли меня в Жодино, со мной сидел человек, который задерживали 10 числа. Но он попал еще раз. И он рассказывал, что их сразу отвезли в Жодино и били его только при перевозке, при транспортировке, а в Жодино его уже не били. То есть это конкретно со слов, говорю, человека, который там сидел. А это какие подставы? Вот бить человека при перавозцы з адной турмы ў другую. Что там? Никаких. То есть... бок это просто садизм. Это просто садизм, как, допустим, когда ты садишься в этот стакан в автозаке, вот когда этапируют с Акрэсціна до Жодіна,
ну, тебя очень жестко заставляют молчать. То есть они ходят прямо кричат на тебя, там, могут ударить по двери, сказать, заткнитесь, там, молчать, тишина, там, ну, чтобы вы просто не переговаривались друг с другом. Какие на это, не знаю, какие предпосылки у этого, я не понимаю. То есть к чем это обосновано? Там запрещено говорить, запрещено. Доходило до такого абсурда, что со мной парень стоял в капюшоне, его там заставляли снимать капюшон, хотя холодно было. Мы спрашивали их, ну, для чего вы это заставляете делать? Запрещено. Ну, я не знаю, как можно запретить там, в капюшоне стоять. Это демонстрация улады Ну да, над человеком, да? Да. Ну, синдром такой вахтера, как это называется, когда минимальная власть, которую человек получает, он ее уже стремится сразу же проявлять, демонстрировать. Вот я размаўляў з адвакаткай, якая прэвентыўна кажа, што вось шмат хто з затрыманых і на судах кажуць: не, я тут ні пры чым, я ні ў чым не ўдзельнічаў, я просто праходзіў там міма і так далей, да, таму не прызнаю нічога. Вы як на судзе казалі? На суде, ну, суд был тоже по скайпу, это все выглядит комично. Сначала судили моего товарища, потом меня. Как я говорил на суде, зачитали мне обвинение, соответственно, в том, что я участвовал в акции на Партизанском проспекте 40. Я говорю, это не так, это неверно. Там не было акций. Там не было акций, там я не участвовал. Вы участвовали в массовом мероприятии. Я сказал, что я не участвовал, соответственно, дал разъяснение по делу, то есть, что я выходил из магазина и был задержан сотрудниками ОМОН и человеком в штатском, посажен и доставлен в московский РОВД. На этом я отказался давать дальше разъяснения. То есть я не счел нужным просто это делать, потому что меня не спрашивали конкретно, в каких там акциях вы, возможно, участвовали до этого, что-то. Я дал разъяснение конкретно по делу и по протоколу, который был составлен. Составлен был протокол про Партизанский проспект 40. Ну, вы глядзіце, это ж не раз ужо высветлена, і ўсе пра гэта ведаюць. Што б вы не казалі на гэтых судах, это не имеет смысла. Вырак Да. будзе той самы, які вам запланавана даць. Да? Нават калі сведкі хлусяць, нават калі памылкі ў пратаколах, да? То вось адвакаты і кажуць, што ну, не адмаўляйцеся ад таго, што вы ўдзельнічалі ў акцыях. Хай хоць у пратаколах гэта застанецца, што вы рэалізоўвалі свае канстытуцыйныя правы. Не прыкідвайцеся, што вы там міма выпадкова патрапілі там і так далей. Яшчэ, вось мне ваша жонка распавядала, што у вас там было алоўкам нечто дописано у протоколе. Было так. Ну, это мы обнаружили уже, когда нас доставляли в Окрестино. Нас посадили с двумя обычными ППСниками в машину и привезли на Окрестино уже. И там у милиционера, который читал наш протокол, от нечего делать, пока ждали мы там, он пролистывал их. И у меня было помечено карандашом, то есть координатор написано, 2 восклицательных знака. У моего товарища было написано координатор, 1 восклицательный знак. Это было написано, я подозреваю, ну, опять же, подозреваю, это было написано в РУВД не людьми, которые составляли протокол, а человеком, который со мной разговаривал. Это был либо человек из ГУБОПика, либо это был человек из КГБ. Я не знаю. Я не знаю, откуда он был, но говорил так. Ему кто-то звонил, контролировал этот процесс, то есть, когда с нами говорили, он... Як гэта можна патлумачыць, як гэта можна зразумець? Яны што, выконваюць пэўны план, што я вот не толькі арыштаваў там кагосьці, да? Я знайшоў каардынатара і арганізатара, і за гэта прэмія, напэўна, нейкая ім будзе, ці што? Возможно, просто они выходили на нас из-за того, что мы активно выступали, начиная с июня. То есть я был уже задержан. Так вы не просто 1 вересня? Я уже был задержан с супругой. Нас уже задерживали 19 июня. То есть когда были протесты по поводу ареста Бабарика. Нас задерживали уже в цепи солидарности. Ну, тогда мне дали предупреждение просто. А стачкам ці вось нейкая самаорганізацыя студэнцкая, вы ўдзельнічаеце ў гэтым? Да, ну, я участвовал в стачкоме, и мы с своим старостой организовывали конкретно по группе, по нашей, сбор подписей. Ну, я пытался это делать сначала, насколько это было возможно. До 1 сентября я этим старался заниматься. Ну,
в том числе я. А сейчас, я вышел, просто я не представляю, там, что же произошло, мне нужно немножко в курс дела опять входить, то есть дальше, чтобы делать То что-то. бок яшчэ не высветлялі, што за тыя паўмесяцы, што вы сидзелі, Я да? смотрел там, что происходило, но там были акции солидарности, в том числе со мной, там, задержанными студентами исторического факультета. Там сейчас, насколько я понимаю, сейчас идет именно среди преподавателей движение более активное. Ну, то есть же Белевец освободился. А вы ўжо наведвалі свой універсітэт, там факультэт? Сейчас пока что нет. Я связывался просто со своим старостой. Нема пагрозаў там на адлічэнне? Нет, нет. То есть, более того, супруга ходила, когда в мой университет, когда меня задержали. То есть, мой декан достаточно так мягко обошел эту тему. То есть, он сказал, что отчислять меня не будет. Хотя я, когда сидел в Жодино, я уже думал, что я уже не студент. То есть, я не мог знать. Ну, дзякуй Богу. А тады яшчэ пытанне пра тое, як ваша сям'я, бацькі паставіліся з аднаго боку да вашай актыўнасці, якая яшчэ летам пачалася, так высвятляецца, а з другого боку да вось таго, што вы патрапілі за краты. Я жил с бабушкой и с дедушкой всю свою жизнь практически. И вот бабушка моя, она с 10-го года начиная, она как бы с системой, системой с этой пыталась бороться методами, которые для нее были доступны. Дедушка в том числе, какими-то своими методами. Поэтому, как любой родитель, конечно, они переживали там, да, то есть они просили, чтобы мы были осторожнее, чтобы мы там не попадались. Но если ты участвуешь в акциях, рано или поздно ты попадешься в любом случае. Активно участвуешь в акциях. Так что, просто мне помогали, поддерживали меня, встретили меня вот с Жодина тоже. Дедушка меня встречал, вот, с супругой, всех отвез, там, друзей моих там. Вот, купил, передавал еду, там, покупал вещи. То есть... А як вы думаеце, чым скончыцца вось гэтая наша рэвалюцыя? Як вось моладзь глядзіць на вынікі ўсяго гэтага? Победой. Конечно же, победой. А ў чым будзе победа? Перамога? Наша победа будет в падении режима, этого режима, и в демократических реформах, которые будут происходить в ближайшие 5 лет, я уверен, более. А вы неяк уяўляеце сабе вось гэты дзяржаўны лад, вось гэтыя реформы, что это будет? Конкретно, что это будет? То есть, какие это будут реформы, как это... Я не представляю единственное сейчас, как может осуществиться передача власти. А реформы более-менее сейчас, я думаю, представляет себе почти каждый белорус. То есть, что должно произойти в экономическом секторе, в политическом секторе. То есть, это все может, тому простейшие вещи. Не надаюць людзі зараз там вялікай увагі таму, а вось што будзе зроблена там і так далей, бо больш-менш зразумела гэта, да? Это тоже всегда такая уловка опасная. То есть, когда ты не проговариваешь, а говоришь, что, в принципе, понятно. За все хорошее. Да, нужно за все хорошее против всего плохого. То есть, нужно всегда конкретизировать позицию, конкретизировать реформы, которые должны происходить. То есть, вот калі пропаганда и российская, и особливо белорусская кажуць, что вось прыйдзе там Тихановская да ўлады, и все развалится. Краіна загіне. Это полохае кагосьці, там, вас, сяброў ваших? Конечно же, что. То есть, это уже давно не Людовик XIV, давно уже не государство, это я, там, да, это давно уже всем понятно, что со сменой правителя жизнь государства не заканчивается, и история его не заканчивается. И история подтверждает это тысячами, миллионами примеров. Поэтому бояться, что там развалится, что там мироздание, там солнце падет на землю, это, конечно же, сказки. Нават моладзь, якая выросла, нарадзілася і выросла ўжо пры Лукашэнцы, і то не баіцца таго, што ён сыдзе і нешта разваліцца. А ўжо старэйшаму пакаленню, якое перажыло развал Савецкага Саюзу, тысячелетні там рэйх, там камунізм назаўсёды, і раптам гэтага не стала. Чаго нам ужо баяцца таго, каб Лукашенко адхіліць ад улады і, можа быць, пасадзіць за тыя краты, дзе таміліся і мой субяседнік сённяшні, і шмат беларусаў, якія патрапілі пад гэтыя рэпрэсіі. До наступных сустрэчаў.